Приезжают сюда люди, очень состоятельные люди, которые не нуждаются ни в чем, только машины стоят огромные суммы, и они хотят, чтобы эта джаназа помыли, сами даже не хотят к этому джаназа приблизиться. Но человек эту грязную работу делает, можно сказать, а когда он оплату берет за это, и все они возмущаются. Ни один человек, ни имам, ни будун, ни кто-то не должен омывать моего отца. Это моя обязанность. Это я должен своего отца мыть, если он умрет при моей жизни. Если я умру при жизни моего отца или моего брата, они должны омывать меня. Тот, кто меня вообще в лицо даже никогда не видел, меня знать не знал, с улицы привезти его, он не обязан меня омывать, братья. Вот это мы уже должны подготовить в своей жизни перед своей смертью. Того, кто будет нас омывать, обворачивать саван, будет проводить на нас джаназа намаз и будет хоронить меня. Я уже сегодня должен заботиться об этом, потому что я не знаю, другие сделают этого или нет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, омывать должен человека, умершего, самый близкий к нему. Почему? Потому что после выхода руха, души с тела человека, это тело бывает израненное, она бывает вся в ранах, и каждое прикосновение к этому телу, эта душа чувствует ее. И когда человек омывает это тело, душа говорит, относись мягче, бережнее к моему телу, оно изранено. Мягче, бережно, нежнее относиться будет только самый близкий человек. А тот, кого мы привели со стороны, ему лишь бы его омыть, свое дело сделать, так как других нету, кто это дело сделает, и побыстрее убежать. Ему до него дела нету. И в этом он не виноват, он в этом прав. Сами должны были заботиться, чтобы в своей семье был кто-то, кто умеет это делать. А когда человек делает со стороны эту грязную работу, самую грязную работу, после чего в шариате желательным является купаться, после того, как омывал умершего человека. Так как это грязная работа. То, что он берет какие-то копейки, мы за это его упрекаем. Мы себя не упрекаем, что я не умею, что я не хочу приближаться к своему умершему отцу или к матери. К матери это женщина моет, я имею в виду. Поэтому, братья, мы должны сегодня же об этом задуматься и взяться за себя. Умеет ли мой сын это делать? Если не умеет, что он должен делать? Он должен свою религию изучать. Он должен свою религию знать. Он должен свою религию обязанность и желательность знать. И после смерти, чтобы только он подходил, самый милосердный ко мне человек. Если я своих детей этому не обучил, когда я умер, мои дети не могут ко мне подойти, для них это неприятно, что я буду ждать от посторонних людей? Самые важные, обязательные вещи после смерти человека – это 4 вещи. В первую очередь омыть умершего, завернуть в саван, сделать джаназа намаз и похоронить его. И все эти обряды, они должны делаться самыми близкими к умершему людьми. Самыми близкими. Самые близкие люди для родителей – это дети. 90% дети даже подходить не хотят к этому джаназа, когда их родители умирают. Не дай Аллах нам такого. Пусть Всевышний Аллах наших детей и нас для наших родителей сделает самыми милосердными и самыми близкими в тот день, когда мы нужны будем возле них. И когда наши дети будут нужны возле нас.